Степи, пустыня, горная местность. Эту машину ничто не может остановить. Новый легкий тактический вездеход получил название «Чаборз», обладает высокой проходимостью и без проблем перемещается по бездорожью на больших скоростях. Первые модели армейского багги для спецподразделений изготовлены на Аргунском автозаводе. Автомобиль легко преодолевает любые преграды и имеет новейшее техническое оснащение. Может перевозить экипаж из 3 человек и груз до 250 килограммов. Проектировали багги российские специалисты. 95% ее комплектующих отечественного производства. Машина прошла испытания в самых тяжелых условиях. Для того, чтобы она могла ехать больше 100 км в час по бездорожью, то есть у нее должна быть очень крепкая ходовая, у нее должны быть очень хорошая подвеска, амортизаторы, пружины. Все это специально разрабатывалось, специально настраивалось. То есть мы не можем взять, там, например, от «Жигулей» поставить амортизатор, и это будет хорошо работать. Нет, это специально идут разработки, очень высокотехнологичные и с огромным объемом тестирования. На презентацию багги приехал глава Чечни вместе с соратниками. Выступил Даниил Мартынов. Он напомнил всем историю создания вездехода. В нашей стране прекрасно обстоят дела с производством тяжелой военной техники, танков и самолетов. Но в сегменте легких вооруженных транспортных средств, которые полностью отвечают современной концепции ведения высокоманевренной вооруженной борьбы, всю нишу заняли иностранные производители. Узнав об этом, Рамзан Ахматович сразу же дал поручение заняться разработкой и наладкой производства российского трехместного багги, который по своим характеристикам не уступал, а превосходил и был лучше, чем зарубежные образцы. И при этом производился из российских комплектующих на базе завода «Чечен-Авто» в городе Аргун, Чеченская Республика. Благодаря всемирной поддержке Рамзана Ахматовича на то, что в других странах уходило много лет и были затрачены несравнимо большие материальные ресурсы, мы смогли сделать в рекордно короткие сроки, наладить производство и собрать первые 4 полностью готовых к эксплуатации автомобиля всего лишь за полгода. И уже сегодня разрабатывается абсолютно новый, большой 6-местный вездеход, дизайн-проект которого вы можете видеть за моей спиной. Он должен стать самым совершенным, многофункциональным инструментом для решения различных тактических задач и полностью отвечать современным вызовам, стоящим перед российскими силовыми подразделениями. Новые легкие вездеходы являются перспективным направлением развития деятельности Международного учебного центра, который по завершению строительства в 2018 году станет один из самых больших и современных центров для подготовки спецподразделений в мире. И сейчас мы можем с уверенностью говорить о запуске данного производства, как об историческом событии не только в рамках республики, но и России в целом. Ведь создав подобный инструмент для частей специального назначения, мы фактически задаем новый стандарт вооруженной борьбы, огромные перспективы и преимущества которого очевидно уже сегодня. Уважаемый Рамзан Ахматович, разрешите представить вам: сделано в России, Чеченская Республика, боевой багги «Чаборз». Кадыров же в своей речи отметил, что появление нового вездехода говорит об успешном развитии отечественного производства и промышленности. Приветствую вас на презентации нового тактического вездехода «Багги». Курс нашего первого президента, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, обеспечил динамичное развитие региона. Его реализация позволила нам добиться больших высот и достижений в самых разных отраслях, в том числе и в промышленности. Разработка и выпуск этого современного автомобиля является шагом вперед в данном направлении. Мы назвали его «Чаборз». Такое имя для этой великолепной машины выбрано не случайно. Оно символично, потому что отражает качество, присущие двум почитаемым в народе животным. Ча олицетворяет мощь и силу медведя, а борз воплощает смелость и выносливость волка. Чаборз не боится никаких преград. В любой местности он чувствует себя хозяином, проходит через леса, реки и горы. Я думаю, что бойцы и спецподразделения высоко оценят такой автовездеход. Новые багги «Чаборз» поможет решать самые сложные тактические задачи. Благодарю всех, кто участвовал в реализации данного проекта. Еще в прошлом году Кадыров лично тестировал багги на полях Международного учебного центра сил специального назначения. Тогда глава Чечни высказал свои замечания и поручил доработать машину. Был увеличен немножко подъем. И здесь чуть более скошено для того, чтобы, так как эта машина в боевом исполнении, чтобы спецназовцу было удобно в каске и в бронежилете полностью быстро покидать машину и быстро в нее садиться. Также были чуть-чуть расширены сиденья.
Кроме этого, был установлен дополнительный отсек под боеприпасы, под пулемет Калашникова. И разработана такая система, которая позволяет подачу вот таким образом. То есть она увеличена емкость здесь и запасной еще здесь находится. Кроме того короба, который находится с ним. Кроме этого, это у нас получается как разгрузка у спецназа. То есть также мы на нее сверху навешиваем все, что нам необходимо для выполнения задачи. В зависимости от того, какую задачу мы выполняем. Также вы поручали, чтобы при необходимости, для того, чтобы мы работали ночью полностью без света, чтобы дополнительно были закрыты все столовые приборы. Все это закрывается на специальные шпильки, чтобы мы могли ночью ездить полностью без света. Кроме этого, поручали, чтобы здесь было все закрыто у нас, чтобы пыльники, все вещи не портились, все это тоже здесь закрыто. Также еще дополнительно увеличен просвет, что позволяет нам сейчас проходить броды 80 сантиметров. Вы поручали здесь увеличить и усилить крепление под АГС, оно увеличено, расширено специально для сотрудника, который сидит сзади, третий. И сиденье сделано более удобное. Что-то вот после того, как он 2 раза ударит, он не будет стрелять. Кроме того, Рамзан Николаевич, вы давали нам ценные указания по поводу, чтобы закрыть здесь пыльники, чтобы были закрыты амортизаторы. И у нас в той версии, как вы правильно сразу увидели, труба была не закрыта. И третий человек мог обжигаться, когда будут кочки или какие-то прыжки будут. Сейчас у нас все закрыто и труба опущена вниз. То есть не сюда, а вот вниз. Это специально тоже сделано для комфорта третьего сотрудника. Сейчас вот сюда что-то надо придумать. Мы сделаем такие мягкие подставки специальные, чтобы вот есть что. Вот в таком исполнении, Рамзан Ахматович, будет выпускаться машина именно с завода военного образца. То есть здесь абсолютно любая раскраска, то есть заказчик нам говорит, какие нужды ему нужна, в каком месте он будет использоваться, и мы, соответственно, уже делаем профессиональную покраску. Под горы, под лес, под горно-лесистую местность, под любую вещь у нас своя раскраска. Здесь еще дополнительно сделали усиленные трубы. При подрыве что-то еще там, то третий человек он не получит никаких травм, потому что вот эта труба, она его спасает. Также, Рамзан Ахматович, был переработан полностью вот этот крепеж под пулемет. То есть, когда мы тестировали, он был не очень комфортный. Сейчас он очень удобный, он плавный, ездит в разные стороны. И пулеметчику, стрелку, то есть кроме этого, Рамзан Ахматович, доработан ремень безопасности профессиональный. То есть, если раньше он был трехточечный, то сейчас он пятиточечный. Это нужно для как раз второго человека, для стрелка. То есть здесь мы добавили, усилили вот этот вот ремень. Раньше его не было. Он делается таким образом. То есть одевается, если, допустим, активная фаза, то сотруднику можно не одевать грудные лямки, для того, чтобы максимально можно было в разные стороны отклоняться. А здесь он зафиксирован, то есть он не вылетит и никуда не денется. То есть, а так ему комфортнее гораздо более работать. Здесь же глава Чечни ответил на вопросы федеральных и региональных СМИ. Журналисты поинтересовались мнением Кадырова о новинке автопрома. Самая нужная машина для тех людей, которые выполняют самые сложные задачи. И я от начала до конца со всеми специалистами работаю в разработке, дополнении этой машины. Я как человек, который понимает сложности проведения специальных мероприятий в горной местности, где я участвовал. Эта машина мы предусмотрели вот так, чтобы решать все самые сложные задачи. И вот если у нас такие машины были бы, мы намного так можно, эффективно выполняли бы и были бы проведены спецоперации без потерь. И я считаю, что это дополнит наших спецподразделений. И первая партия машин мы закупим для нашего учебного центра. И плюс еще закажем, потому что такие машины нужны для России, нужны для иностранцев тоже. Были очень заинтересованы, хотели с нами, так сказать, стать компаньонами. Это наш товар, наше производство. Я думаю, что она будет помогать нам в решении поставленных задач. Рамзан Ахматович, а может Чаборс поступить в серийное производство? Если да, то когда это произойдет? Мы уже первые
выпуск сделали, уже насколько будет заказы, настолько у нас будет выпуск. Уже есть заинтересованные подразделения, которые хотят закупить такие машины. И я думаю, что насколько востребованность будет, настолько мы готовы выпускать. А как вы считаете, может эта техника использоваться в борьбе, там, да, выполнять боевые задачи, например, в Сирии или там регионах Вот сейчас Северного как раз в Кавказа? Сирии они не нужны. Именно в Сирии они сейчас нужны. Потому что вот где-то на горах где-то кто-то сидит там, достать его практически невозможно бывает. А можно, есть бывают пути, которые сзади можно, там, с окольными путями заходят. Вот. Эта машина как раз будет помогать. Почти там все местности заминированы. И на бронированных БТРах, там, КАМАЗах ты не доедешь. Там 2-3 человека там вышел, поехал, там, свое задание выполнил и приехал обратно. Это как раз там необходимость присутствовать уже. И я считаю, что как увидят там командование всех подразделений, они будут заинтересованы в получении таких хороших машин. У вас есть замечания по качеству? Сейчас пока у меня было сколько замечаний? 19 было на замечаний в начале. Так точно. Вот сейчас пока нет. Буду кататься, сам лично посмотрю, там, если что-то не то будет, обязательно буду доделать. Какова стоимость проекта и одного баги трехместного? Ну, это уже коммерческие вопросы. Я этим не занимаюсь. Я помогал, содействовал для того, чтобы вот такие машины у нас выпускали. Для того, чтобы человек, который сделал такой интересный, необходимый там, проект, там, дизайн, чтобы воплотил в жизнь. И так они дальше будут смотреть, насколько у них будет коммерческая стоимость. Я не бизнесмен, я Но он воин. будет дешевле, Я чем для израильский, воин да? помог создать такой шедевр. А бизнес там направление, пусть они сами занимаются. Кадыров вспомнил и личный боевой опыт. По его словам, раньше, когда он вместе с соратниками с оружием в руках боролся за мир на чеченской земле, таких условий не было. Я мечтать не мог о таких машинах. Вот когда мы начинали, у нас практически возможностей никаких не было. Единственное, у нас был правильное направление и впереди Ахмад Хаджи. Вот. И это нас заставляло там идти, так скажем, на верную гибель для того, чтобы спасти народ, государство. И сегодня у нас самая лучшая техника, самое лучшее оружие, самые лучшие бойцы. Вот из сегодняшней ситуации, если была бы там в 99 году, мы за год закончили бы полностью все. А сейчас мы развиваемся, мы знаем, насколько необходимость. И мы только начали думать, что могут быть такие машины и помощники тебе, знаешь, вот, и поэтому мы помогаем тем ребятам, которые служат днем и ночью, стоят на защите нашего Отечества, чтобы они достойно, без потерь выполняли любые задачи. Вот. Я мечтать не мог. Если мне сказали бы, что у меня такая техника и оружие будет, я, по-моему, летал бы от удовольствия. Разан Ахматович, последний. Вот наращивание военной мощи не говорит же о том, что обстановка этого требует? Ну, мы же видим, как НАТО наращивает свои военные возможности, как Запад давит через военную мощь на нас. И в наглую там, несмотря на то, что страдает 150 миллионов населения, давят санкциями и ложью. И поэтому мы должны наращивать военную силу для того, чтобы они понимали, что через первую очередь, я как глава региона говорю, что через Чеченскую республику больше у них не получится даже мысленно думать, можно развалить суверенное государство России. Что мы первым выйдем и дадим не только отпор, мы, так скажем, как никто пострадал за эти военные годы. Народ, республика, и мы знаем цену мира, и мы знаем цену войны, поэтому мы будем готовиться к войне, чтобы никогда не воевать, чтобы никогда не были войны. И
Если друг, то мы по духу воины. Да, когда рядом качественная техника, военные там составляющие не мешают всегда. Поэтому я как пришел в эту, так скажем, политику как воин. Я остаюсь быть воином. И я люблю это мое дело. Я этим живу. А наш багги лучше, чем израильский Зебар? Самые лучшие баги. Они потом сами специалисты скажут. И истории напишут. Здесь же Рамзан Кадыров пообщался со специалистами, которые участвовали в разработке Чаборза. Наш главный конструктор. Великий человек, да. Как ты? Счастлив, С вашей помощью все получается. Счастлив, да? Да, я очень доволен. Это действительно огромный шаг и для нас, и для республики, и для завода, и для России в целом. Это огромный шаг. И главное то, что с вашей помощью сделано действительно в кратчайшие сроки, без проволоки, без всяких там долгих обсуждений и так далее. Надо, делаем все. Вот так у нас. Конечно, Владимир, старший производства, готов переехать к нам с семьей, чтобы полностью на заводе работать и заниматься вместе с Наша бригадой. общая родина Россия. Какая разница, где будешь жить, в каком регионе? Спасибо. Сегодня были презентованы 4 модели багги. Одна из них станет настоящей находкой для путешественников и любителей активного отдыха. Гражданская версия у нас уже без верхней дуги, потому что мы планируем в такой комплектации, это двухместная машина. Сзади мы уже дали поручение нашим конструкторам, чтобы они разработали здесь такой фургончик для охоты, для рыбалки, чтобы можно было здесь вот поставить. То есть он уже предназначен для активного образа жизни, рыбалка, охота, какой-то экстремальный спорт. У нас огромная, большая, красивейшая территория, именно горная, которую мы по вашему поручению сейчас осваиваем, делаем новые маршруты. И вот эта машина для наших путешественников, для туристов, она просто будет крайне необходима и позволит им новые горизонты вообще открыть. Удобно. Да. Мощнее, чем все аналоги, в 2,5 раза. Да? В 2,5. Причем все аналоги, что американские, вот эти америкосы, что там Израиль, у них все запчасти от квадроцикла. А это уже сразу качество гораздо более низкое. У нас же здесь именно сделано все под этот тип транспорта. Как Чаборз, Рамзан Ахматович? Как настоящий Чаборз. У нас конкурс был, да? Вот мы объявили, да. Ну, вначале я сам подумал, да, назовем его Чаборз. Потом все равно решили спросить, да. Ну, большинство все Чаборз, да, дали имя. Потому что медведь и волк, да. Более 5000 писем было обработано. Да. И все, ну, большинство там, все там, Чаборз, давай, Чаборз, 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 Чаборз. И так мы называли Чаборз. Это уже бренд. Бренд, да, у нас. Маяк самый лучший в мире, Бибулатов Чаборз. И машина, баги у нас Чаборз. У нас как в народе, Чаборз, ЮАР, Чаборз, да. Почетный первый выезд на машине попросили совершить идейного вдохновителя Рамзана Кадырова. Первая партия вездеходов «Чаборз» будет закуплена для Международного центра сил специального назначения в Гудермесе. Кадыров сообщил, что к нему уже проявили интерес в Министерстве обороны и Национальной гвардии.